Мен dit бақчут. Ямаран бәс қанты. Кемігай. Бейтін ямаран, елгін садын ямаран. Үркі білтін ямаран. Кеміға? Энтерго? Хучарын? Би бас кеміға яны ұзық нешкі қолым өчаны. Тегед мені дун нешкі оңғдарва кежета. Еврен соң кішанты меджанты. Тервейне кәдімшан сараны күсәқ керкті. Тегеді кечален, дарук кечален әкілжен әйд. Мына ода олқыла халимгар күйінтхым. 17 упражнение найдите. Здесь начало написано, напишите продолжение рассказа. Это тоже, между прочим, будет одной из тем. Наступили прохладные осенние дни. Серүн, намрин, өдірмүд, ирив. Да? Серүн, намрин, өдірмүд, ирив. С севера дует холодный ветер. Почему өмін үзгәс? С севера. Ар үзгәсі киетін салкын үйлене. Ар үзгәсі с севера. Ар үзгәсі киетін салкын үйлене. Темные тучи закрывают небо. Хары үйлін, елесі үйліт, тенгір, бюркіне. Постоянно идут дожди. Дангин, хуры, орна. Или же өдір болғын хур орна каждый день. На улице слякоть. Газа бальчик или же газа бальчикта. Дни становятся короче. Өдір ахырдына. Короче становится. А сö, если добавить сö утдына. Так. Звери греются в своих норах. Ангут, эврень, нүкінден, яғына дуладна или дулалдна. Вот примерно такие предложения от вас и требуются. Так, ну давайте 10-й урок. Посмотрим, как слова произносятся. Дигдаран гисмедик джана, дигдаран. Порядок, распорядок. Өрәлі. Өрәлі гисін. Өрәлі. Л, оказывается, там еще глаз нужно, да? Өрәлі, половина. Серхы гисін. Просыпаться мы уже с этим встречались. Эрте сернев. Серхы просыпаться. Босхы вставать, подниматься. Боссы говорят, да? Нүргисін лицо. Нүр. Баснегі гуәна. Чире. Чире. Нүр. Есеге чире. Гары гисін рука. Гар. Угахы мыть. Умываться по утрам. Мы договорились уже, как сказать, по утрам умываться. Нүр. Гаран. Угахы. Нүр. Гаран угахы. Кичаль. Урок. Ясхы. Приводить в порядок, исправлять. Ясхы еще что делать? Ремонтировать. Ахулхы. Приводить в порядок, убирать. Ахулх. Герен ахулхы. Далгвыр. Задание. Свободный. Сулы. Сулы. Свободный. Соил гисін. Культура соил. Би. Танец, да? Дасхы. Учить, усваивать, привыкать. Хоныг. Сутки. Хоныг. Долон хоныг неделя, да. Сö. Ночь. Зәрімден. Иногда. Зәрімден иногда. Так. Күртіл. До. Например, после лог гиджена. Үді күртіл. До обеда. Асхын күртіл. До вечера. Бейден. Себе. Бейден. Так. Бейден авхы, например, да? Взять себе. Өлгхы. Өлгхы вязать в смысле вязать югар спицами там. Өлгмір өмсін. Вязаные носки, да? И өлгхы это подвешивать. На гвоздь там и так далее. Так, ора. Ора тоже два значения. Ора поздно и ора
вершина, улын ора или же крыша, герин ора. Унтхе спать, уйхе шить, амырылғын кесінігімедік жана, эртәсі заранее, эртәс келтін, да, заранее говорите. Зуралхе планировать, от слова зура кесін план, зура. Керіг дело. Күцхе исполняться, догонять. Көжі күцхе кесін, догонать кесін. Өндігін яйцо, амурхе отдыхать, шатыр. Шахматы, шатыр. Слово какое появилось, шатыр. Нөр кесін сон, нөр. Нөрім күрчәне. Одолевает сон, да? Нөртен дарыгдна. Нөртен дарыгджи. Не замерз. Нөртен дарыгдхе, это значит поддался сну кесінігі. Сон одолел его, короче говоря. Орын, постель. В тот раз мы встречали орындык, да? Юсхе видеть. Давайте разберем. Юсхе. Видеть. Халяхе. Смотреть. Зянга новость, зянга предложение, в скобках грамматической. Так. Берхе строить или же держать. Да, герберхе. Дом строить. И юмбля. Что-нибудь. Цердеберхе. Мел держать. Эльзата счастливый. Кишекта тоже будет счастливый. Тикхе. Делать так, поступать таким образом. Йоряхе. Говорить благопожелание, тост. Асрхе. Растить и ухаживать. Здесь у нас где-то я видел предложение есть. Есть в этом же упражнении есть пословица. Мала сырхла амун тоста. Дальше. Гигат. Таким образом, да? Это пример нужен какой-нибудь. Харульхе. Харульхе. Пасти. Харульхе. Чике. Правильный или правильно. Төля. Ради, для или за. Мини-төля. Для меня. Чини-төля. Для тебя, да? Дюринг. Полный. Дюринг. И вот здесь несколько сочетаний есть еще. Доланхоныг. Неделя. Сёнюрели. Полночь. Кезенес наран. С давних пор. Есть еще вот такие. Нүдін күрхе. Нүдін күрхе кесін сглазить. Нүдін күрче. Нүдін күрче говорят, да? Сглазили, значит. И кельсин кюкин невеста. Я уже, по-моему, вам об этом говорил. Кельсин кюкин. Так. Здесь у нас в правилах появляется частица такая чк. По-моему, уже о ней спрашивали раньше, об этой частице. Например, вот здесь есть даже пример такой. Кехе делать, а кечкхе сделать. Ну, совершенный вид, да, получается? Законченный вид здесь, по-другому перевели немножко. Вот, например, умше читай, а умшчке прочитай. В калмыцком языке нет приставки, если вы заметили, кстати. Кто-нибудь заметил это, нет? Приставки нет, и вот эта приставка различными способами передается. В данном случае вот с помощью частиц ЧК некоторые приставки передаются. Да? Вот. Ке – делай, кечке – сделать, ЧК – законченный вид, то есть доделай до конца гиснуга. Или сделанное до конца дела гиснуга. Кечкляв – я сделал. Если вы скажете бикеляв – я делал. Но там непонятно, вы сделали его или нет. А бикечкляв – это тогда уже я все точно сделал. Умшчклав – прочитал до конца. А умшлав – я читал. Понятно? Роль этой частицы. Да? Кечкляв. Угалав – мыл, а угачклав –
вымыл или помыл точно, без разговора. Так, второе правило, вот тоже мы постоянно с такими словами сталкиваемся. Суффикс «ат» или «эт». Вот с помощью вот этого суффикса «ат», «эт» можно полностью режим, распорядок дня свой в одном предложении выразить. Да? Өрін ерте босат, саған уғат, хоуцан өмсәт, көділміштен йоват, көділмішәсін ирет, хотан уғат, орындан орадун туф. Ну, например. Вот это «ат», суффикс «ат», «эт» обозначает что? Последовательно совершаемые действия. «Ат», «эт». Часто вот здесь написано разделительное деепричастие, часто употребляется с отрицанием уга. Кегадуга. Иредуга. Иредуга гисин? Еще не пришел. Хальмы келен дасадуга. Еще не учил. Да? Геринда алваран кегадуга. Эндектриге умшад уга. Еще не читал эту книгу, Кегадуга. Вот вам примеры такие, когда часто очень используется суффикс «ат», «эт» плюс отрицательная частица «уга». Следующее правило. Причастие прошедшего времени. Сын. Вот на «ат», «эт» или же на суффикс «сын» предложение в калмыцком языке не заканчивается. То есть после таких слов точка не ставится. Это причастие идеи причастия называется. Сын. Гость, который был у вас 3 дня, наконец-то сегодня уехал домой. Бясын гиче, сын. Если опять-таки я вам могу ту же пословицу привести пример. Орсын хура гийдик, ирсын гийче хардик. Ирсын, пришедший гость, должен домой когда-нибудь идти, а дождь все равно когда-нибудь закончится, начавшийся. Да? И еще вот с этими же 2 правилами связано и 4 правило. Написано, что вот эти причастия, которые имеют суффикс «сын», которые имеют суффикс «дык», например, они могут изменяться по падежам. То есть после этого суффикса еще к ним могут добавляться различные окончания или же частицы. Например, вот здесь такой пример идет. Бичсен. Да? Сарынг бичсен, бакштан умшче өгү. Было слово бичсын также. То, что он написал, да? Бичсын. То, что написано было давно. А если он скажет, вот это «н» убирается в данном случае и становится вот так. Бичсенне. То, что было им написано. Свою писанину, то есть. Он что сделал? Бакштан умшчегу. То, что он сам написал, он прочитал своему учителю. Бичсен. В данном случае это не падежное окончание или падежное окончание, да? Винительный падеж получается. И эвракискелен. Так, и еще одно правило здесь осталось. Желательно наклонение. Тха-тха. Ну, я думаю, что мы все слышали такие слова с таким суффиксом, да? В основном это звучит, можно услышать в благопожеланиях и в ответной фразе, да? К благопожеланию какой? Тиктхэ. Пусть будет так, йоральшингтхэ. Передают пожелание, позволение говорящего отсутствующему третьему лицу совершить действие. Выражать модальные оттенки желания, веления, позволения, призыва. Карсын көйінен нерін өлзата болтха. То есть здесь вот, между прочим, нужно правильно трактовать это все. Позволение говорящего отсутствующему третьему лицу. Так, ну вот вам правила, я не знаю, скорее всего, я понятно все объяснил. Теперь давайте посмотрим, как вам это было понятно, и какое-нибудь из упражнений давайте повыполняем. Умштын тыкля, Юрсан? Кто вслух читает? Читайте громко, кто читает.
өлзәтә, ике сургулин хөөне, элсте балықсынды ирчкат да, а может иряд, иряд, наверное, скорее всего. Иряд, бичкін күйіктін эмче больже, көдліве. Здесь не ирчкат, а иряд, скорее всего, будет. Приехал после высшего образования, да, в Элисту, она стала работать детским врачом, ну, педиатр в данном случае. Бадымы хашады бәсін хойған яқчықат? А? Герто Радунтов. Короче, он что-то там с овцами и пошел спать. Ну, скорее всего, халячкат, конечно. Посмотрел. Больше, по-моему, ничего не подходит, да? Так, малчы күн. Үрін өрлі. Босат. Серед нету. Босат. Малдан усы, хоты, өгіне. Бол жана, ензәңгі бол жана. Дөрдік зәңгін. Мені дөкі үкім. Қойыр жилден. Қойын екі сұрғылдады. Қойыр жилден. Көділчкад, наверное, скорее всего. Проработал 2 года после школы. Потом поступил в университет. Игады өндіркі кичайлен төксәхі маңдур. Басне кичайлдан қарқым. Сәменді байырта қаражай.